Не спускаться без лишней надобности на улицу и подниматься тяжелыми шагами на верхние этажи. Для жителей улицы Деповская 10 и 12 – привычное дело. На протяжении почти 30 лет в этих двух многоэтажных домах так и не заработал лифт. Точнее, заработал всего на 2 месяца, пару лет назад. Месяцев 2-3 работало, перепад света, и опять он сгорел. Именно это какой год и сколько пора? Вот сейчас этот депутат, когда это Шамиль сделал, он 80 тысяч заплатил, при нас отдал деньги, заплатил, мотор они купили, поставили. Поставили все, потом, когда перепад свет был, он сгорел. А он говорит, потом, говорит, уже к кому обращаться после этого? Крышу нам администрация города сделала, программа сделали, воду нам сделали, дорогу сделали. У нас проблема сейчас что стоит? Проблема стоит подвал. Каждый, как дождь начинается, сверху вода, попадает очень, попадает. Потом щит у нас стоит внизу. Потом сейчас недавно вызвали с железной дороги, они выкачали все. Каждый раз просит, умолять, делать это, вы представляете? Здесь дети бегают, здесь все. Эти два дома густонаселенные. Здесь проживают много детей, беременных женщин и пожилых. Некоторые из них на протяжении многих лет даже во двор не спускаются без острой необходимости. 36 семей. Все оба дома полные. Очень много детей. Каждой семье по 3, по 4 детей. Да. Пожилые здесь русская женщина здесь живет, даже он уже лет 10, наверное, она не спускалась сюда. Только она через балкон разговаривает. Ей обидно, она, знаете, как обидно, пожилая женщина. А у нее кто-то есть? Родственники есть, да, внуки есть, дети большие, да. Но она не может, она с палкой ходит вот так. Ей внуки дают, до этого, до окна дойдет все. Вы на каком этаже живете? На 6-м этаже. Сколько лет вы уже здесь проживаете? Сколько в этот дом уже вошли, сколько лет уже будет. Да, наверное, будет так, да. И каждый раз вы поднимаете? Каждый раз поднимаемся пешком, туда и сюда. Иногда приходится очень, конечно, трудно. Как уже было сказано, то приходится на арене, то еще на собрании, то и где кто-то позвал, куда-то, где-то что-то, да. Но, допустим, это очень трудно будет всегда пешком подниматься, спускаться. Как нам рассказали, дома по улице Деповская не относятся к администрации города. Они числятся за республиканским гуманитарным предприятием «Абхазская железная дорога». А в железную дорогу по поводу лифта обращались? Она ничего не могла. Мы говорили, что если человек, они говорили, мы не могут. Они нам сделали мусор, убрали. У нас здесь было мусорный. Они нам поставили ящики, поставили все, они убирают. Слава Богу, они все делают. Вот проблема с той дом, 12 дом и 10 дом, только лифты проблема у нас. Проблема с дорогой. Как депутаты приходят, нам щебень насыпают. Щебень один полгода. Как дожди начнутся, все в канаву. И канава заросла. Почистили 1 раз, 2 раза. Но это большие суммы уходит денег. Они говорят, мы чистить не можем дома. Почти это сколько метров? Метров 50-100 метров надо канал чистить. Здесь почистишь одну сторону, а куда она пойдет туда? До конца надо все чистить. По словам управляющего домами республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Джумбера Габуния, лифты в этих домах в сложном состоянии, а на ремонт или установку новых требуется более чем 1,5 миллиона рублей. У АЖД нет таких средств, так как собираемость за коммунальные услуги крайне низкая, рассказывает Габуния. За все эти годы у жителей двух многоэтажек по улице Деповская общая задолженность более чем 700 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, 10-й дом. Одноподъездный, 9-этажный, 36-квартирный. 341 770 рублей. Это за сколько лет? Это вот с момента получения ордера, с момента приватизации мы квартплату берем. Есть вот люди, которые платят, основная масса не платят. А второй дом тоже еще больше, Деповская 12, тоже такой же 36-квартирный, одноподъездный, 9-этажный дом, 374 991 рублей. Каждый месяц сколько должен платить, допустим, там, за мусор, за еще что-то? Я вам скажу, в среднем, да, если двухкомнатный, месяц получается от 150 рублей до 200 рублей. За мусор 27 рублей на одного человека. И в год получается 324 рубля. Год на одного человека. И что вы думаете, все платят? Мы, Дом управления, да, мы ежемесячно 25 тысяч перечисляем спецавтохозяйство.
Собрали мы эту сумму, не собрали, им не интересует, потому что у нас заключен договор. Вот именно вот эти дома я не знаю. Пусть они обижаются, ну вот. Понятно, что даже покрыв эту задолженность, суммы на новый лифт будет недостаточно. Однако на эти средства можно было бы произвести ремонт канализации и водопровода. Когда вот эти мелкие аварии связаны с канализацией, там, с водопроводом, сколько вопросов бывает, ну где-то мы могли на это потратить, но, к сожалению, из-за того, что никто ничего не платит, я вынужден обращаться к генеральному директору, не просить, вот докладную я пишу, чтобы приобрести нужные материалы. Если мой сантехник сможет, да, если не такой крупный, он сможет сам отремонтировать. Но когда капитальный ремонт и все, один человек же это не может, и тогда мы с улицы, да, вот других ребят берем, чтобы помогли, и вот мы им оплачиваем. Я пишу докладную для завершения вот этих работ, столько-то рублей требуется, и генеральный директор перечисляет. В мэрии нас заверили, что этим вопросом уже занимаются, хоть эти дома и не подведомственны столичной администрации. Мы говорим сегодня о адресах Тыповская 10 и 12, то в 10 доме, конечно, да, помощь будет им оказана, так как мы по поручению главы города обследовали оба лифта. Один подлежит ремонту, конечно, но на сегодняшний день, да и не совсем на сегодняшний день, огромная, большая проблема с запчастями, так как это все лифты уже старого образца, и просто физически запчасти на них найти практически невозможно. Мы что-то ищем, занимаемся, вся документация готова. Как только будет первая возможность, сразу будет им оказана помощь в 10 доме. Что касается 12 дома, там проблема намного серьезнее, потому что там уже просто физически нечего восстанавливать, он весь обрушенный. И ремонту ни капитальному, никакому он не подлежит просто. Там только, наверное, скорее всего, установка либо нового лифта, либо уже что-то искать, какие-то возможности для того, чтобы попытаться помочь людям. Но пока не найдена такая возможность. Жители улицы Тыповская надеются, что их проблема будет в скором времени решена. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.